говорить, наверное, нетрудно, потому что они всегда в первых рядах вот, по информатике в международных олимпиадах. Ну, надеемся, что нынче наши ребята тоже не подведут. У меня есть некоторый опыт проведения олимпиад. Я, в частности, вхожу в жюри Российской олимпиады. И когда я посмотрел на задачи, которые здесь предлагаются ребятам, первое, что меня приятно поразило, что задачи уровня совсем не уступающие Всероссийской олимпиады. Ну, а известно, что задачи Всероссийской не уступают международной официальной олимпиаде. То есть по уровню это очень сильная олимпиада, по уровню задач. А то, как справятся ребята, ну, я надеюсь, что справятся, тем более, как мне сказали, достаточно сильные команды Румыния, Владивостока. Ну и мы ожидаем хороших результатов. Задачи требуют достаточно высокой математической подготовки. Это меня тоже немножко радует, потому что я еще вхожу в жюри Российской олимпиады по математике. И вот некоторые задачи, требующие и математики, и информатики, это мне просто очень нравится. Ну, надеемся, что все будет хорошо. Помимо участников Олимпиады, в Якутск приехали еще и дети с разных улусов республики, чтобы усовершенствовать свои знания по английскому языку и помочь в организации мероприятий. Ребята оказались очень способными и смогли сделать сложнейшие переводы стихотворений с якутского на английский язык. Было очень трудно, например, находить рифмы и тому подобное. Ну, к тому же мы придумали стихи, всякие слайды нашли. День Олимпиады является последним и самым сложным этапом состязания. Полная боевая готовность, спокойствие, собранность и уверенность в собственных знаниях – главный козырь наших участников. Но после долгих, упорных и в то же время интересных и увлекательных умственных боев пришло время отдохнуть душой и телом. Именно за этим ребята отправились на стадион «Юность». А на стадионе «Юность» проходят международные спортивные игры «Туймада-2005», где ребята встретятся в товарищеском матче, который несет в себе энергию поля и сможет еще ближе познакомить участников Олимпиады. Ребята, участвующие на Олимпиаде, являются настоящими гениями точных наук. Организаторы предоставили им возможность попробовать себя в спортивных играх, где явно приветствуется умение работать в команде. Сегодня у нас дети будут состязаться в веселых стартах. Они покажут себя и в резвости, и в быстроте, и в скорости, и так далее. А помимо того, они получат информацию о том, какие виды у нас развиты. Мы собираемся показать прыжки через нарты, хотим показать национальные прыжки, потом метание аркана на хорей, перетягивание палки, стрельба из лука, то, что у нас испокон веков развито, и то, что у нас любят заниматься, начиная с детей до взрослых. И пусть они получат вот эти данные не только просто как с посещения нашей республики, но и как участники, которые вот уже 12-й раз посещают нашу республику. Наша республика славится вечной мерзлотой, полюсом холода, полезными ископаемыми, якутским гостеприимством и сохранившейся древней культурой. А какое же впечатление она оставила на этот раз, узнаем у наших гостей. Я сходил в музей народов Севера имени Рославского. И как там? Ой, очень понравилось, особенно понравилось чучело мамонта. Вот. И также понравилось зал, где была выставка электротехники, света, который появился в Якутске. Ну и все вот такого. И как тебе вообще Якутия? Якутия мне очень нравится, здесь очень красивая природа, вот, очень необычный пейзаж, к нему непривычный в Петербурге. То есть такого не встретишь нигде, только в Якутии. Вот. А как прошла Олимпиада, как ты думаешь? Олимпиада, нормально, в общем-то. Думаю, что хорошо, но можно было бы и лучше. Я сходил в музей мерзлотоведения и в музей мамонта. А раньше мамонта видел, да? Ну нет, не видел никогда. Ну и там они, собственно говоря, не живые, только скелеты. Какие впечатления? Что? Ну, в общем, очень понравилось, особенно в музее мерзлотоведения. Мне понравилось там ледяные узоры на потолке. То есть очень красиво. А как вам вообще Якутск? По Якутску нам мало его показывали, но, то есть, мне на первый взгляд, он мне понравился, и вот мне больше понравилось то, что здесь не очень много машин, и, в общем, такой приятный город. А
Как Олимпиада, как ты думаешь, прошел? Олимпиада хорошо прошла, считаю. И я хорошо выступил, считаю, на ней. Вот. То есть нам результат еще не объявили, но вроде как хорошо. Hello, my name is Filip Cristian Buruianu, and I am from Romania. Я недавно посетил музей Мамонта и музей мерзлотоведения, где все было очень интересно и хорошо. Также я надеюсь получить золотую медаль на этой Олимпиаде. Спасибо. Hello, I'm Octavian Gana. I'm from the capital of Romania, Bucharest. Мне очень понравилось в городе. Мы посетили музей мерзлотоведения Мамонта, где все было очень здорово и интересно. The treasury museums, the Mammoth museums, and I like Я it. надеюсь получить серебряную медаль на этом состязании. Ну, не знаю, что будет. Незаметно пролетели дни Олимпиады. 13 июля состоялась торжественная церемония закрытия. В красиво оформленном фойе под громкие дружные аплодисменты еще раз приветствовали всех участников мероприятия. Вручали благодарственные письма и памятные сувениры с символикой Якутии. Много хороших, теплых слов сказала министр образования Республики Саха-Якутия Феодосия Васильевна Габышева. Быстро пролетели дни, но сегодня мы, объявляя победителей 12-й международной Олимпиады, мы говорим, сегодня каждый может себя считать победителем, потому что здесь все вы получили новые знания, новые методы решения трудных задач, а также вы приобрели новых друзей. Республика Саха-Якутия много делает для развития интеллектуального потенциала детей именно по программе «Одаренные дети». И в перспективе мы планируем развитие, расширение данной программы. Я хочу выразить благодарность руководителям стран, зарубежных стран, руководителям субъектов Российской Федерации, министрам образования, что они собрали команду и отправили в далекую страну, в Якутию. Благодаря поддержке зарубежных стран, субъектов Российской Федерации, я думаю, наша Олимпиада, Международная Олимпиада Туймада, будет развиваться. Благодарю за поддержку наших постоянных партнеров. Румыния, которая 12-й раз к нам приезжает в Якутию. Также сейчас ставится очень серьезная задача, потому что сейчас Олимпиада проводится не только по предметам. Это показала именно юниорская Олимпиада, которая прошла в Индонезии. Уже многопредметные Олимпиады, которые требуют от нас, опять-таки, другого уровня подготовки. Так что у нас задач именно в развитии интеллектуального потенциала нации, детей, задач достаточно много, и эти задачи достаточно серьезные. Вот и настал самый волнительный момент объявления результатов. И сейчас мы узнаем, кто же стал победителем на Олимпиаде Туймад 2005. Волнительная часть позади, и мы спокойно можем узнать у победителей их мнение, впечатления и чувства. Ты доволен результатом нынешней Олимпиады? Да, конечно. Какие впечатления у тебя остались после Олимпиады? Какие впечатления остались? У меня, как бы сказать, все было хорошо. Ты доволен своим результатом? Да, не совсем. Почему? Я мог решить некоторые задачи, но не решил. Да. Ошибся. Ошибся
Поторопился, что ли. Какие впечатления у тебя остались после Олимпиады? Хорошие впечатления. Так как я первый раз вообще на международке. Ну, и сразу такое достижение. Так, значит, ты доволен своим результатом? Да, доволен. Задания насколько трудные были? Задания были нормальные. Нормально, можно решить. Решать можно эти задания, да. А какие впечатления у тебя остались после Олимпиады? Ну, очень такие хорошие впечатления. Главное впечатление — это время очень быстро пролетело. Ну, мог бы, конечно, выступить лучше, но учитывая, какой сильный соперник из Санкт-Петербурга, я не думаю, что мог бы получить первый приз. А задания насколько трудными были? Они не настолько трудные были, насколько у них был трудный стиль, потому что в Казахстане мы такой стиль не решаем. А какое впечатление у тебя осталось после Олимпиады? Ну, хорошее впечатление. Получил знания, познакомился с новыми друзьями. Ребята с грустью понимают, что Олимпиада подошла к своему логическому концу, и настала пора расставания. Но у них навсегда осталась радость победы, стремление идти дальше, новые встречи, новые друзья и новые надежды. Мы рады знакомству с друзьями из разных уголков земного шара. И хотели бы пожелать им дальнейших успехов и достижения новых вершин. До встречи на Олимпиаде 2006. Пока!